Спасибо. Пожалуйста. Добро пожаловать в Кыргызстан. Мы всегда рады приезду наших дорогих российских друзей. Особенно рады вашему приезду. Мы вас знаем как давнего, верного и надежного друга Кыргызстана. Несомненно, ваш приезд будет способствовать делу дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими странами. Мы с вами провели очень содержательную и теплую беседу в мае в ходе моего официального визита в Москву. Приятно подчеркнуть, что кыргызско-российские отношения имеют позитивную динамику и охватывают практически все сферы жизни. Отношения между нашими странами носят стратегический и союзнический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Пользуясь случаем, прошу вас передать уважаемому Владимиру Владимировичу Путину мои самые теплые приветствия и наилучшие пожелания. Повестка нашего сотрудничества традиционно включает также межпарламентское взаимодействие. Кыргызско-российское стратегическое партнерство развивается поступательно и динамично. Считаю, что деятельность Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации под вашим мудрым руководством продолжает вносить важный вклад в укрепление связей между Кыргызстаном и Россией. Высоко ценю, что при вашей личной поддержке парламентская дипломатия стала важным каналом двустороннего взаимодействия. Поддерживаются постоянные контакты на уровне руководства и на уровне депутатов. Сегодня вы примете участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, где Кыргызстан в этом году председательствует. Буквально в октябре текущего года успешно прошли в Бишкеке очередные заседания Совета глав государств-участников СНГ и Совета глав правительств СНГ. На саммите СНГ уважаемый Владимир Владимирович сделал ряд очень важных заявлений в целом по поводу обстановки в мире, в том числе по обеспечению безопасности на пространстве СНГ, и сообщил партнерам об основных приоритетах российского председательства в СНГ в наступающем году. Пользуясь случаем, также хочу сердечно поблагодарить за ваше огромное содействие в успешном проведении форума «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего», который состоялся в марте в Москве. Уважаемая Валентина Ивановна, передаю, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность сегодня встретиться с нами. Для нас большая честь встречаться с вами как с главой государства, как человеком, приверженным расширению и развитию российско-кыргызстанского стратегического партнерства, союзничества. Прежде всего я хочу передать привет. Я перед отъездом разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам привет, самое наилучшее пожелание. Тепло вспоминал свой визит в Кыргызстан и подчеркнул, что председательство Кыргызстана в СНГ в этом году прошло на самом высоком уровне. Действительно, столица Кыргызстана стала столицей крупнейших международных мероприятий в рамках СНГ, и вы очень достойно справились с этой миссией. Вы уже подчеркнули, что в следующем году председательство в СНГ переходит к России, и мы намерены продолжить инициативы, продолжить субстантивную составляющую председательства Киргизии в СНГ. Важно, что благодаря очень умелым дипломатическим усилиям Кыргызстана удалось подписать целый пакет важных соглашений, которые очень консенсусно были приняты. И, конечно, на мой взгляд, очень важным событием является подписание договора о создании международной организации по русскому языку. Тем более, что этот год был объявлен в СНГ годом русского языка. Это язык межнационального общения, для нас очень важный. Мы в прямом и переносном смысле говорим без переводчиков, хорошо понимая друг друга. Нас действительно связывает и общая судьба, общая история, очень дружественные отношения между нашими народами. И
Мы заинтересованы в том, чтобы всячески продолжать наше и расширять, углублять наше взаимовыгодное сотрудничество. Россия является одним из ключевых партнеров Кыргызстана. В общем внешнем товарообороте Киргизии Россия занимает второе место, порядка более чем 27%. Очень важно, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 37%, и эта положительная тенденция продолжается в этом году. Это хороший такой знак взаимной заинтересованности в углублении кооперации, экономического взаимодействия. Также вы знаете, что наши крупнейшие компании российские заинтересованы реализовывать в Кыргызстане крупные иные инфраструктурные проекты, полезные для экономики Кыргызстана и для нас также выгодные. И это не случайно, бизнес идет туда, где благоприятный деловой инвестиционный климат, который создается активно в Кыргызстане, и туда, где хорошие межгосударственные отношения.